Ассаламу алейкум. Данный ролик на тему встречи Зурабова Мусы и Даудова Магомеда. И в частности, о его выступлении на заседании Совета Тейпов, где он выступил с итогами этой встречи. И также интервью, которое он дал Кавказ Реалии. И те, кто смотрит этот ролик, наверное, задумаются, причем здесь встреча Зурабова Мусы и его интервью, и пресс-релиз Общенациональной комиссии по вопросам территории и границ Ингушетии, созданной при Всемирном конгрессе ингушского народа. И досмотрев этот ролик до конца, вы поймете. Итак, начнем. Этот пресс-релиз был опубликован 8 сентября. Это буквально на 4-й день после анонсирования круглого стола альтернативным парламентом, на который приглашались историки и также члены комиссии, созданной при Всемирном конгрессе. Идея этого круглого стола в первый раз возникла на встрече с Анджелой Матиевой. На этой встрече присутствовали также с альтернативного парламента, в частности, Тимур Абадиев предложил закрытый круглый стол. И до того, как он предложил этот круглый стол Анджеле, у меня были пару вопросов. Больше, чем пару. Ответы на которые, мягко сказать, не удовлетворили, были неубедительны. Где-то их вообще не было. К примеру, один вопрос, который я ей задал, это был: вот, допустим, Анджела, сегодня Центр прислушается и отменит соглашение, поддержит протест. Как мы хотим установить, на какие документы основываясь, опираясь, мы хотим установить эту границу именно в этом районе Фортанги, чтобы эти Ахки, Мерджик, к примеру, были в составе Ингушетии. На что Анджела мне ответила: наложим вето. Так как до этого она говорила, что они работают, что им должны скинуть кое-какие документы. Именно на этой встрече она это говорила. И вопросы, которые я ей там задал, то есть карты, которые я ей показывал, спрашивал, почему мы путаем 29-й, говоря, что это в Сунджинском. У нее не было конкретного ответа. Но она также подчеркивала, что мой критический подход очень полезен. И поэтому Тимур Абадиев в конце встречи ей предложил закрытый круглый стол, на котором мы могли бы со всех точек зрения обсудить все аргументы, которые у нас имеются, и понять, что мы имеем и как дальше быть. На что она обещала дать ответ, посовещавшись с коллегами из комиссии. После они дали отрицательный ответ. И суть в том, что на этой встрече она упоминала, как я сказал, о документах, которые должны им скинуть. И также она говорила, что мы не хотим их опубликовывать и афишировать.
так как боимся, что с архивов они потеряются. На что я ей сказал, что все вопросы, которые сейчас у меня есть, они не по тем документам, которые в будущем должны появиться, а вопросы эти по этим аргументам, которые опубликованы и есть в свободном доступе. Аргументы, на которые мы опираемся, и оставим свою позицию сегодня. Но, как мы знаем, круглый стол сорвался. В силу ряда причин, одной из причин, которая была то, что комиссия даже после того, как было официально объявлено о проведении круглого стола, не пожелали присутствовать на этом круглом столе. И, как я сказал, 8 сентября они выложили непосредственно вот этот прайс-релиз, где упоминается о необходимости издания небольших книг в виде брошюр по отдельно особо интересующим ингушскую общественность вопросам. Первое такое издание планируется издать в начале октября 2019 года. Так как сегодня 18 октября уже, а упоминания об издании книги я нигде не слышал, и уверен, что все, кто смотрит этот ролик, тоже не слышали. Невольно напрашивается вопрос, а будет ли это издание? А что за особо интересующие вопросы? Так тут и гадать не приходится. Конечно же, Фортанга. Также не раз мне упоминалось то, что в комментариях непосредственные люди, которые имеют связь с членами комиссии, упоминалось, что итог комиссия подведет, приурочив это проведению Всемирного конгресса ингушского народа 30 октября 2018 года, годовщине, то есть 30 октября текущего месяца. И так как осталось всего лишь чуть меньше чем 2 недель, тут мы и подходим к поездке Зурабова Мусы, так как он входит в эту комиссию. И непосредственно до того, как поехать к Зурабову Мусе, к Даудову, и показать там документы, которые не видел ни Даудов, ни чеченская сторона, ни российская сторона, как мы позже увидим из его интервью. Наверное, целесообразнее было бы показать эти документы, так сказать, ингушской стороны, ингушскому народу, который делегировал его в эту комиссию, на который многие делали акцент, что после подведения итога все вопросы должны быть сняты, что ни у кого не останется никаких вопросов, так сказать, вектор будет задан в нужном направлении, все будет саргументировано. В чем я теперь начинаю сомневаться? Именно из-за поездки Мусы к Даудову. Давайте перейдем на сайт Кавказского узла и глянем интервью от 15 октября 2019 года. Процитирую. По словам Зурабова, документы, которые он привез Даудову, никогда не предъявляли властям Ингушетии, ни чеченцам, ни российской стороне. И также тут говорится, что было понятно, что общая картина границ между Чечней и Ингушетией ему хорошо известна, то есть Даудову. Конечно, он не мог знать о том, какие материалы у нас на этот счет имеются. Теперь он имеет большой пакет документов, пояснил член Совета Тейпов ингушского народа. Так, хотелось бы понять, что это за документы, которые не видела ни чеченская сторона, ни российская. А видела ли их ингушская сторона, то есть ингушский народ.
Я передал документы, датированные 1853, 1863, 1869 и более поздними годами, показывая карты того времени. Вот именно, наверное, вот эти более поздними годами и имеются в виду, говоря, что это карты, которые никто не видел. Так как 1853 года карту, у меня есть видеоролик, где я его подробно разбираю, эту карту. И также напомню, что у Зураба Гаджиева эта карта выставлена как 1862 года. Ну, меня интересует, повторюсь, более поздними годами, так как хотелось бы знать имя, так сказать, этих более поздними годами. Это 1890 или 1900, а может 1910 или 1920, или 1930, ну или 1990, может 2010. После этого, мне кажется, что никакого итога не будет уже. Как найти черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нету? И вчера, общаясь у себя на ленте, я написал вот такой вот комментарий. Это то, в чем я практически убедился. Нужно было лишь дождаться итога, если есть какая-то информация, которая опровергнет мои домыслы. Я был готов принять это. Но видя несерьезность всех тех аргументов, которые приводились, я задавал эти вопросы. И сейчас я убеждаюсь в том, что у нас лишь есть аргументы, датированные 19 веком, о принадлежности этого участка к Ингушетии. Это все, что у нас есть. Этим мы разрываем братские узы и всех несогласных своих клеймим. Да что там всех несогласных? Стоит лишь задать один вопрос, казалось бы, на такую нелепость, как то, что этот участок был в Сунчинском округе, когда Сунчинский округ присоединили к чеченской автономии, что лишь 5 лет он был в Чечне. Все становится предельно ясно. И думаю, после 30 октября я сделаю свою хронологию по тем картам, что есть в свободном доступе. Если же я где-то не прав, то поправите. Но поправите меня не голословностью, а на мою страничку в Facebook можно спокойно зайти и скинуть мне или карту, или документ.